Привет, друзья, с вами Одинокий Джейсон. На днях как-то Артем Плато зашел на мой канал, и под видео, где я рассказал о страстных баталиях Руслана Долги с Артемом Плато, именно под это видео он почему-то поместил не предложение, а просто написал, что почему вот такой хороший ингуш Руслан Дальгиев не стал комментировать видео осетинского блогера, девушки, по-моему, осетинского блогера, которая сказала, что ингуши были предателями Великой Отечественной войны. Короче, вот типа такой. И он говорит, я об этом написал, я об этом высказался, а вот ингуш, русский парень Артем Плато об этом сказал, а вот русский ингуш почему-то об этом молчит. Мне показалось этим странным, зачем такому великому ингушу заходить на мою страницу, что-то там писать. И я заинтересовался этим, пошел дальше, посмотрел этот ролик. Да, он немножко провокационный, но в наше время удивляться провокациям, тем более ингушским, это же игра, я как всегда говорю, это две ворота. Не только ингуши могут, некоторые другие. Но там девушка возбужденно, там в моем манере высказалась про этих, что она думает про этих ингушей. И я сейчас думаю, а потом Артем Плато снова снял видео, что вот по его реакции правоохранительные органы тоже заинтересовались эти блогерши. И, короче, дело как бы стихло. И на днях я смотрю какой-то громко названный фильм вот, как сказать, Лейла Гагиева начал выпускать фильмы и про ЧССР, и вот этого провокатора ингушского, вот это перед вами вот это фото вот этого ингуша, хорошего ингуша, который жил всю свою жизнь в Грозном, и вот он ничего хорошего не представляет, когда снятый фильм в 1985 году. Это фильм снят 1900, только тогда началась перестройка, даже не было такой демократы, тогда все делалось по указке КГБ СССР. И вот это ингуш, не простой ингуш, режиссер гостелерадио ЧССР. Вот все, что по телевидению, радио передается, эта программа снимается. Вот этот их начальник, вот этот Ретмир, чисто ингушское именем Ретмир, я не знаю, совместно, скорее всего, родившийся в совместном браке. И, по-моему, Ретмир это, если я не ошибаюсь, башкирское или татарское имя. Ну, пусть будет вот это. Вряд ли раньше или в Казахстане его так звали, скорее всего, но он же пожилой мужчина. И вот такой. И так получилось, что вот этот большой вот этот ингуш решил снять фильм про правду. Он хочет вступление, он пишет, что он хочет восстановить справедливость и вот рассказать, хотя и горькую, но правду о том, что происходило в горах Чечни 1900 во время Великой Отечественной войны. И, конечно, меня удивило, я, по-моему, это же в этот репортаж я видел, в конце 80-х или начало 90-х я видел по чеченскому, тогда чеченгусскому телевидению, его повторяли, вот этот, про этих немцев в Веденском районе. Это все основано на документальных свидетельствах. Вы не подумайте, ФСБ, не КГБ, а НКВД СССР, Берия, 1942 года. Вы знаете, да, может кто-то и не знает, и именно тогда, в 1942 году, по донесениям великого ингуша НКВДиста Албакачиева, комиссаря НКВД Чеченгусской ССР, вот он доносил о банд формированиях в тылу
тылу Красной Армии в Чечении, Ингушетии. И вот Ингуш доносил Берию, что вот есть имя чеченцев, про чеченцев, именно Веденский район, именно вот Наджаюрт, вот этот шато, вот Итумкали, вот он только доносил, что вот только там эти плохие люди, чеченцы, против советской власти, против Красной Армии, вот стал основанием НКВД, это решение выселения чеченцев Ингушетии было принято в 1944 году. Не 44-м, а 42-м году. А потом до этого они выселяли другие народы. Вот эту эпоху перестройки, когда Горбачев только начал, дал свободу. Это в 88 году, в 89 году, в 90 году, в 91 году это была фейерверк свободы. А тогда, в далеком 85 году, это только начиналось. Это просто Горбачев сам говорил по телевидению, что и вот он хочет перестройку, что он хочет новое мышление. И вот это тогда, представляете, в Чечении ингушской, вот этот режиссер огромный, начальник, ингуш по национальности, решил снять фильм. Что вы думаете, фильм нет никаких других проблем, нет вот этой несправедливости Осетии, мы ничего, даже это же как бы фильм в 4 частях снятый, и он как бы последняя часть это выселение. Он и начал с того, что вот чеченцы ингуши выселили и сделали врагами народа. Вот он сейчас рассказывает, и почему это не так. Я-то думал, он хочет опровергнуть то, что есть, которое НКВД сочиняло. Если верить НКВД, конечно, были тогда элементы, ненавидели эту советскую власть, ненавидели это НКВД. Сколько вот у меня убили бы брата, я мстил бы, убили бы семью, замучил бы застенчивых семью. И вот было много недовольных людей, что советская власть, что Сталин был самый хороший, выдающийся лидер всех времен и народов. Нет, и вот это было, вы не забывайте, что до этого в 37-м, 38-м, 39-м годах, даже в 40-х расстреливали невинных людей, миллионы граждан СССР были замучены, пытка, 4 миллиона, самое скромное по которой доказано 4 миллиона человек было расстреляно. И вот там много семей пострадали, цели семьи, вот да, только в одном Чечено-Ингушской АСР было репрессировано 20 тысяч политических, не политических, как это сказать, нашим языком, вот номенклатурных работников, это председатель сельсовета, председатель колхоза, это начальников НКВД. Вот 20 только в маленьком регионе, 20 тысяч их было репрессировано. Самый появившийся случай, вот это Абдул-Рахманов, который был, по-моему, вторым секретарем вот обкома, где-то он там работал, его пытали, его мучили, и годами, не 1 год, не 2 года, вот в 1942 году, по-моему, он сбежал и правильно сделал. Вот этот ингуш 100%. Это ему предоставили, эта площадка КГБ СССР, просто так эти документы, которые были вообще секретные, эти документы ему было предоставлено. И вот, скорее всего, вот против чеченцев, вот, что мог сделать ингуш? Вот написать, что действительно, вот я тоже учился в школе, и то, что он сказал, я уже знал. Он уже знал, что вот, нас учили в советской школе, что там в Веденском районе были диверсанты. Мы это все знаем. А вот этот хороший ингуш решил, проживающий в Чечне, в городе Грозном, решил снять этот фильм провокационный. Типа эпоху только начался, там не было такой гласности, там не было такого свободы, вот как хочет снять фильм, вот это как будто бы он снимал его в 89 году, в 88 году крайний случай, а он это в 85 году.
снял этот фильм, и только он мог снять его по заданию КГБ СССР. Вот только так мог он в его руки попасть эти данные. Это еще верить. Это я вообще, когда я внимательно все 4 части посмотрел, и вот этот фильм Лейла Гагиева, почему я вот примерно я опустил, вот Лейла Гагиева, это фильм после вот того, когда эта осетинская блогерша наехала на ингушей, вот она ничего хорошего выкатила вот этот фильм Ратмира Ильянова и великого ингуша, что о чеченских диверсантах, о чеченских, вот это она, самое интересное, когда она выпустила этот фильм, огромный туда написала комментарий, и вот говорит, что чеченцы, осетинские атаманши, типа, сейчас я вам покажу фильм, кто были предателями. Это в годы Великой Отечественной войны. Кто вот были вот этот диверсанты. И, конечно же, ингуш, вы знаете, да, ингушу верить нельзя. Вот они все провокаторы, наглые, вот, ничтожные людишки, которые вот эти, не все ингуши, а вот те, которые вот должности о Чечне занимают. Вот мы знаем их, Абадиева, Бузуртанова, вот этот, их немало. И вот есть еще такие, которые руководили телевидением, радио, и вот, и воспользовавшись своим служебным положением, что он самый главный режиссер, все, что он скажет, что снимается, решил снять фильм про чеченцев, про чеченских диверсантов, про чеченское село Махкити, и вот как это было, не про ингушей, не про вот это, да, и вот этот комментарий, это люди, вот я тоже это слушаю, я тоже мог стать даже ребенком, вот, участником этого фильма и рассказать, как, что я слушаю. Я родился в Веденском районе, у нас, да, это рассказывалось, но это, знаете, я сейчас знаю, что это могло быть неправдой, потому что знаете, НКВД, мы знаем методы НКВД, это даже у нас введено была улица, у нас же тоже был пламенный большевик, комиссар, вот этот Мазлака-Уша, сколько он людей чеченцев уже расстрелял, сколько он вот пытал, мучил их, типа ярлыки на них навешивал, вот этот обреки, этот бандит, вот это все, вот у нас это введено же, он, этот комиссар же был, и мы же знаем, что такое улица, здесь не видно 100% есть, это улица Мазлака-Ушаева, мы же, Мазлак-Ушаев у нас же был, нам не надо рассказывать советское, вот человек, и самое главное, это то, что опровергнут, что это могло быть не так. Вот он документально, вот, НКВДшный, вот это показывает трупы окаменелых, вот эта женщина, платки. Это я не думаю, что она чеченка. Это видно, что в казахской какой-то станице, вот это, они же тоже, казаки, их жены тоже в платках раньше ходили. Даже в советских фильмах «Тихий Дон», то вот Нобелевская премия, которая полетит Шолохову, тоже вот эта женщина же в платках. Во многих фильмах это кубанских станицах, вот это запорожских станицах, все женщины в платках, как и чеченцы. Это платки не как у чеченцев. У нас же чеченцев не было платков. У нас вот этот длинный, вот этот трехметровый, какие-то другие были. И вот эта женщина, чисто видно, что она русская, как-то, и это в хронике появилось, вот этот окаменелые трупы на снегу, и вот это типа, это так снято, что это типа махтеты, это все снято. Это ну, такая пропаганда. Это советское то время, что она могла крепить? Только ложь. Ни одного слова правды не было, ни одного слова. И вот этот порядочный ингуш, который руководил гостелерадой ЧССР, решил в 1985 году снять этот фильм.
И я посмотрел, тогда я тоже смотрел, мне показалось странным, почему он вот это именно про чеченцев, это в фильме, все это построено на чеченцев, все это населенные пункты чеченские, все эти диверсанты, провокаторы, бандиты чеченские. И вот это, да, он тоже там рассказал, что был вот этот в казахской странице, вот этот русский какой-то, русским именем, но это скользко вот так. И вот, он единственный раз он упомянул ингушей, что вот там это диверсанты были чеченцами, ингушами, кабардинцами, дагестанцами, аварцами, вот так он указал. И вот только там тоже, вот он один раз вот так это сказал. И все остальное, весь фильм основан на чеченском вот этом бандитизме. Вспомнил адвоката Хасана Исраилова. И вот он тоже уехал туда, поднял восстание. Конечно, чеченцы всегда поднимали восстание. Всегда, вот не только в Чечне, везде это было. И вот этот хороший ингуши, который всю свою жизнь в КГБ. И вот этот кадры НКВД, вот он использовал кадры НКВД 1942 года, и вот это, и посмотрите этот фильм, это, знаете, и когда сейчас думаю, хорошо про чеченцев рассказали, чеченское горе, но есть и джайрахские, и те горе, и везде они были, эти абреки, эти бандиты, и в казахских станицах они были, и везде это было. И вот советские, антисоветские элементы, ну, извините, советская власть добилась того, что вот сперва был красный террор с 17 по 24 год, 1917 по 24 год, а потом это большевистский террор 1933 года, как оно началось, и в годы войны, и сколько людей, сколько судеб, и, конечно, многие мстили за своих матерей, за своих отцов, за своих сестер, за своих братьев, и уходили в горы, это же слово честь, и вот, знаете, не ингушам нам объяснят, что вот, и вот красивый фильм, я посмотрел, честно слово. И вот тогда я подростком тоже подумал, что он неправильно вот акценты поставил. Оказывается, заказуха, это была заказуха, а сейчас они долго его прятали, этот фильм, и они же украли архив Гостеля, вот этот ингуш, скорее всего, его подручный, весь этот архив вывезли Ингушетии, и вот когда нужно, они вот фильм, вот, и сразу ничего, Лейла Гагиева, великая комсомолка, патриотка Ингушетии, и почему-то вот спор между осетинами и ингушами, она приплыла чеченцев. Вот чеченцев. Вот первый фильм, все про чеченцев. И самое интересное, очень много там проколов. Я житель Ведено, вот когда он снял это в 85 году, мы знаем, что сестры, вот дочери вот этого, как это, Абреки Зелимхана. Это хорошо, от нас 10-15 километров не находится. Мы уже эту историю от Абреки Зелимхана знаем от начала до конца. Многие его не знают, как-то можно вам это рассказать, потому что я, знаете, я был оттуда, и мы очень много всего знаем. И вот этот фильме тоже, вот он говорит, это дочь Абреки Зелимхан, какая-то фуфар, старушки, старая женщина, как будто бы из Москвы всю свою жизнь прожила. Вот, родилась в Москве, дочь писателя. Вот. Ни одно слово она не ошиблась в русском языке. И вот она так гладко все, дочь Абреки Зелимхана, вот рассказывает на чистом русском языке, вот она выглядит как-то странно. Вот русская, как, честно говоря, да, платки, но вот она лет 80-75, не как чеченская старуха, вот как городская жительница, как жительница города Москвы. Вот она вот так рассказывает, и вот Ведено, это написано чеченка, село Ведено написано. И, извините, у нас Ведено только вот такие были русские, украинцы, очень многие учителя, бывшие
учителя у нас много было введено. И вот в 85 году нашли вот такую, они женщины, у нас же чеченцы в войнах, даже у дагестанцев, когда женщина стареет, они же совсем другого внешнего вида, какая-то приземистая, какая-то взгляд другой, какой не похожий, чтобы на казачек они не похожи. И даже 80 лет у них какой-то свой, как вам сказать, внешний вид. И вот я, тем более, видно, прожила женщина, вышла, наверное, замуж там. И вот и смотрю, какая-то жительница Краснодара, Ростова. И вот, знаете, и фальшивка, скорее всего, сейчас я смотрю и слушаю всех этих ингушей, нигде никто не говорит правду. Вот я думаю, вот этот ингуш тоже, это Ратмир Янов, режиссер Гостелерадио СССР, вот снял по заказухе КГБ, снял этот фильм, просто чтобы, знаете, чеченцы, там у них же была паника, вот кто не в курсе. После депортации мы начали очень много рождаться детей, даже на семье 11 детей был, 10 сыновей, 1 дочь. И вот так они начали рождаться, они в конце 80-х, чеченцы приближались миллионы человек. Миллион, представляете? И у них такая паника, это русских началась. Испугались, они же, и вот кто, они же везде свои агенты, вот КГБ, НКВД выстраивал, КГБ выстраивал, его везде свои ингушские агенты. Вот чеченцам не верим, вот ингушам, да, везде просованы. Вот видите, даже вот это, все это снимал. Поэтому сейчас я знаю, почему Рая гармонистский ансамбль в войнах, Рая Юлова вдруг стала великой певицей, и Рая Юлова. Теперь я знаю, потому что вот такие люди, вот как вот этот Ратмир Янов, ингуш продвигали своих. Теперь я понимаю, почему вот это только в одном телевидении вот это ингуш. И в издательствах, и везде эти были ингуши, и в Совете Министров, и председатель Совета Министров. В то время, когда он снимал этот фильм, в конце 80-х, те ингуши были. Бековы, вот это все. И вот снял фильм, ну понятно, тогда в советское время глубоко, это еще не было демократии, еще не было открыты архивы, не было вот только вот то, что он в 85 году снял этот фильм, точно так же, это тот же фильм можно снять и в 50-м году, и в 55-м году, и в 70-м году. И вот он типа начинает с того, что вот перестройки, мы вот сейчас расскажем вам правду. Вот так и есть, эта программа называется «Расскажем вам правду». Вот правда про депортации, вот почему-то руку не дошло великого ингуша, вот рассказать, как это было, какие жестокости НКВД, вот это мы не говорим, потому что нам же кто, это преемники НКВД, КГБ, нам дали материалы, и мы будем, вот что они сказали сказать, мы и говорим. И вот про чеченских банд формали в тылу Красной Армии. И этот фильм снят в 85 году, и вот, короче, как это получается, гамбит, ингушский гамбит. Ингушский комиссар НКВД в 42 году доносил Берии вот этот Албогатиев, что вот банды чеченские бедных красноармейцев реализует. Потом ингуш, вот этот Льянов, Ратмир Льянов, снял фильм про это по документам этого Албогатиева, НКВД. А потом ингушская, вот эта комсомолка, как сказать, Лейла Гадиева, вот сняла, вот выпустил этот фильм с сопровождением, что вот чеченцы, вот кто были споры с осетинами, ингушами, решил туда включить чеченцев, сказать, что это мы ингуши хорошие, у нас ничего не было, видите, наш ингуш Ратмир Янов об этом рассказал по документам НКВД 1944
1942 года нам вот это. И вот и там написал такой пламенный речь комсомолка наша, что вот тут чеченцы нехорошие, чеченцы бандиты. И вот такая история получилась. Я вот странно, вот странность, вот потом вы говорите, товарищи ингуши, что мы, чеченцы, к вам предвзято. Вот знаете, вот вы, это только один, вот это, только вот это. Вы все захватили, вот это телевидение, радио, вот контролирует этот ингуш. Потом Чечен-Ингушский госуниверситет контролирует другой ингуш. Дальгигов Ибрагим. Потом нефтяной институт контролировал третий ингуш под Сейнароев, Бексол Сейнароев, адвокат почему-то нефтяной институт. Вот крыша, вот сразу крыша. Поэтому это крыша КГБ, СССР. Вот КГБ, вот это, когда понял, что чеченцы размножаются, и вот они паники, и вот решили вот на всякий случай вот это заготовки, у них заготовки, а этот рад служиться. Вместо того, чтобы, вот я бы, если я хотел бы рассказать правду про эту депортацию, я бы рассказал бы зверства эти НКВД, зверства вот эти, нет ни одного слова про это, ничего там не, вот про чеченские введено свидетели вот это, сейчас помню, что, знаете, эти нехорошие чеченцы убили вот этого сына прославленного Абреки Зелимхана. Он хорошим был коммунистом, большевиком. Вот его убили. Это сестра, типа, рассказывала, вот этот, дочь вот этого Абреки Зелимхана рассказывала. Вот я жил это введено, я вот очень сложно мне представить, что я даже тогда поздней съемках было, и мы же видели эти дочери Абреки Зелимхан, они такие, нету такого, чтобы сказать, что это казачка, это русская, не с таким внешним видом. Не знаю, может, у него было несколько сестер, двоих я видел. Они же давали интервью, они же постоянно, это начало 90-х, даже не сама телевидение, а частные люди в камерами ходили, вот интервью брали этих людей. Вот такое. И вот странно, самый великий ингуш всех времен и народов Артем Платов возбудился, решил ответить осетинке за оскорбление ингушей. Ее поддержала вот эта Лейла Гагиева выпуском античеченского фильма НКВД, снятый хорошим ингушом. И вот все, и сам в фильме, самое интересное, про осетинских диверсантах, про чеченских бандитов. Весь фильм устроен на этом. И нам там не надо снимать фильмы. В школах изучали это. Нам в школах рассказывают, что в Макете высадился десант, что так говорят, что Гитлер понесли красный, белый кон. Но это мы же слышали, это мы у нас уже мы в школах это учились советский. И как будто бы он вот этот раскрыл эту схему. И вот мы говорит, мы, это кто мы? Чеченцы, ингуши, осетины, узбеки, казахи, туркмены, индусы, папуасы. И самое, вот этот фильм, вот, очень глубокий осадок мне. Сейчас я повторил, я когда после просмотра, я же как фильм смотрю, я внимательно смотрю, и вот это, как будто бы сразу первый раз говорю, что очень много русских пострадало, украинцев пострадало, евреев пострадало, потому что они были много, не то, что чеченцы, нет, ингуши, нет, вот они пострадали, короче, потому что он, знаете, скажет, а что ты вот это он, акцент, что вот не только чеченцы, ингуши пострадали все, мы пострадали, и вот, а почему-то рассказывают не про Ермолова, я не знаю, не про Власова, не про, а именно чеченских банд Фармара введено вот это. И эта история, мы это знаем, мы жители введено, это
Адлака Ушаева бегал этим наганом, револьвером, пламенный коммунист, расстреливал, сколько он расстреливал этих людей, каком-то нежелательных вот этих, как сказать, элементов большевистской власти. И вот такое. И это же липко, это же заказуха. И вот это Лейла Гагиева, как последний свидетельство, как последнее вот это, назло чеченцам мы выпустили. Воровки вы все, воры, все украли. И этот Качиха Танзила Зауров, который с Грозненских музеев, я всегда говорю, с Грозненских музеев опустошили все оттуда вывезли, и гостелерадио, часть, все вывезли. С министерства вот ваш этот план Ингушетии, когда в 92 году создавался, это же был план Чечения, Ингушетии 80-х годов. И вот на этом плане вы создали это Ингушетию. Взял этот министр, который вот это руководил госпланом ЧССР. Вот он это просто бумажки взял, унес их Ингушетии, и вот это как переписал их, и как Ингушетия, как может стать Ингушетия республикой. Вот это, вот так у вас все, этот гармонистка Рая Евлоева, которая вдруг стала певицей, потом сейчас по ингушски телевидению слушаешь, все вот говорят, вот это коллектив Декалу Музыка, бывший министр культуры Чеченской Республики, вот он женился на ингушке, я не знаю, как эта история, и вот он, когда была Вторая Чеченская война, уехал в эту Ингушетию, вот там вот эти чеченцы, руководитель войны, вот он создал, министр культуры Чеченской Республики, создали мне две эти коллективы. И вот сейчас нет, когда нет, это не чеченское, это наше ингушское, это Эва Малсягова сочиняла это. Вот так у вас все. И вам вот очередное свидетельство вашей подлости, вашей никчемности, вашей вот это завистливости мы увидели. Вот даже не можете осетинам вот сказать, поднять голову, боитесь, трусы вы. И знаете, не надо вам учить, конечно, это мужество. И зачем нас туда сунули? Зачем вот это, даже ингуш вот этот рассказывает, ни слова про Ингушей, ни слова про ингушский населенный пункт. И вот осетинские диверсанты, вот ингуш рассказывает, еще метро, политработники НКВД СССР, великий поэт, писатель всех времен Ингушетии Базоркин, тоже в этом фильме участвует. В 1942 году он бегал по этим частям, он не певец, а не танцор, почему-то политработники НКВД бегал. И вот рассказывают нам мужчины, как это было. Как сейчас рассказывают, как это было, как это будет. И вот такое странное, вот это, я не мог не отреагировать на это. Там можно все это, не знаю, я какой-то осадок оставил. Какие ничтожные, какие мелкие эти людишки. Я не говорю об ингушах. Эти ингушеговорящие, вот эти политические, вот эти с Грозного, с Орджоникидзе, которые вылепились, птенчики. И вот это, вот вредили нам как могли. Книжки издавали, фильмы издавали, все, что могли. И ничего им нет, потому что под крышей КГБ, агенты, все они, это русский Базутанов, даже внешний вид посмотрите, это сексот, вот, просто сексот бывший. Если он был бы порядочным человеком, нормальным, он так себя не вел бы. Он так бы, это многие так ведут, непорядочные люди. Непорядочные в одном, непорядочные в другом. Вот такая загвоздочка. Ох, такие дела. Ну, я вам вкратце рассказал, но вот странно, спор между ингушами и осетинами, а приплели туда чеченских вот этих выдуманных диверсантов НКВД, который стал основанием выселения чеченцев и ингушей.
И вот это, вот как это, эти НКВД фальсифицировали все. А раньше как было? Ты не попробуй, не сделай врагов. У них был план вот, отлова вот этих врагов народу. Если ты это не выполняешь, ты сам становишься врагом народа, тебя расстреливают, твою семью расстреливают. И вот в таких условиях, конечно, нужно, у них был вот этот, как это называется, какой-то вот нужно процент вот этих врагов каждый день, каждый месяц, каждую неделю собирать и расстреливать. Иначе тебя расстреляют. И вот это план. Вот эти мы руководствуемся, вот этими документами мы вот, решили воспользоваться. И вот странно. Вот такие люди, как этот человек, вот ингуши, лицо ингушское, отцена, вот оно вот такое. Вы знаете, если ты споры, вот ответ, вот Лейла Гиева боится, вот все боятся, они что-то сказать осетинам. Я не говорю, что нужно что-то говорить, это соседи. Вот трусость их, вот низость их, вот это удивляет, конечно. Не дай, ой, я верю вам, что мы не один народ. Таких подонков, негодяев, нам, вот в нашем народе их не было. Их не было вот в таком количестве, в каком вот это. Каждый вредил, каждый пытался вот это сделать. Вот лицо посмотреть на этот человек. Решил человек рассказать правду. И вот снять фильм еще посмел, еще, представляете, как они дерзкие. Сейчас они такие дерзкие, смеют на нас, все это лить, эту грязь. И тогда вот они знают, что под крышей находятся, их агенты, и вот им дано все, что хотите говорить. И самое интересное, знаете, почему я думаю, что все это ведут уже 1860 года ведет этот царский император, коммунисты, это российские власти, ведут их как их желательных элементов. Вот Новочеркасск, кто вот восстание шахтеров, 60 в каком году, 56-м или в каком-то году это был. Их всех расстреляли. Просто расстреляли их. А вот потом ингуши против СССР проводят демонстрации 50 лет СССР в 1973 году. Ничего не было. Это руководитель этой демонстрации, этот Идрис Базоркин сидел гордый в Владикавказе, говорил, что меня преследует КГБ Чечено-Ингушская ССР. А где КГБ Осетинская ССР? Оно что, не подчинялось КГБ СССР? Это было отделение Федеральное бюро расследований США, что ли? Вот это интересно. ЦРУ отделение было осетинское. Это оно не представляло КГБ СССР. И вот такие, вот, знаете, ингуши. Еще мы увидим, еще они сами, вот хорошо, что она показала лицо вот этого человека. Она сама раскрыла вот это. Сейчас, зная, что история наша, история СССР, зная, как они могли врать, где, когда это, какие документы были предоставлены, 1942 года, когда именно решили вот этот ингуша, вот этого обогатить, из-за доносов, на 400 чеченцев, 400 доносов, по-моему, он сделал. Вот основание было вот это, депортировать чеченцев и ингушей. И вот основание, вот все это бумажки, какие-то физическое отделение, предприятие Шамил, вот это. И все показаны какие-то съемки, какие-то поля, заснеженные поля. И там мне понравилась эта женщина, телегреки, платком, это типа чеченка, комиссарка, кто она? Вот, мне показалось казачка, ты донской какой-то. И вот там это было снято. И вот, знаете, фальшивки. Вот Лейла Гиева отметилась и написал такую пламенную речь под этот фильм. Потом говорит, завтра выйдет вторая часть, там будет еще вторая часть. Я думаю, сейчас все
Первую часть все про чеченцев сказали, вторую часть хотя бы вспомню, что у них еще и тоже были бандиты в горах, прятались, как и в Осетии, как и в Кабарде, везде. Советская власть не жалела никого, поэтому было немало людей, которые и обреки, последние обреки моей матери в 79 году, вот был он, написал письмо, написал моей матери. Вот она в исламском, это Ислам Анзанер журнал, по-моему, она поместила туда статью. Вот последний обреки чеченцев, он говорит, я в 79 году ушел тут. И вот он написал моей матери, и вот я не говорю, что не было обреков, я не говорю, что не было восстания. Восстание еще, самое интересное, он сказал об восстании вот это Хасана Исрапилова, но забыл сказать, самое главное восстание вот в 1942 году было вот этого брата Асламбека Шарипова. По-моему, если я не ошибаюсь, Айрбек Шарипов. Вот он поднял восстание против жестокости этих НКВДшников. И они почему-то в чеченских горах вот, очень жестко все, вот, я не знаю, террористы, вот эти наши тоже, вот наши эти агенты, вот эти АЗЛК Ушавит, комиссары тоже, вот, они зверствовали страшно, расстреливали людей страшно, убивали людей ничем не повинных, лишали имущества. И вот люди в таких обстоятельствах, что они должны любить эту советскую власть. И вот это, я понимаю, если это происходило бы примерно в 30-м году, 35-м году, или это происходило бы в 38-м году, или это происходило бы в 46-м году, 45-м, это понятно. Это, вот эти самые НКВДшники, вот все там в горах очищали, боялись, что придут вот эти немцы, вот их методы. И вот их фальшивки вот сняли в фильме, нам выдала этот ингушка вот неоспоримые доказательства осетина. Интересно, осетине-то оценят их не старания? Ой, не знаю. И какой-то животный страх у них перед осетиной. Я понимаю, почему. В 92 году они показали, что они такие посмели открыть рот, посмели там бегать по этим селам. И вот они всех до единого, вот животный страх снова вот, и вот до единого ингуша выкинули. Дети, не дети, женщины, не дети, они, конечно, виноваты. Вот так, вот пожестче, вот они сделали, и вот они знают, помню. А чеченцы всегда с ними сисискаются. Чеченцы вот всегда их приласкают. Чеченцы боятся, что они там возмутятся. И вот и мы с ним очень такие еще считаем их братьями. И вот такие вот 78 лет мы их как младших братьев там кормили, поили, там, не знаю, сисискали с ними. И вот это вот чеченцам мы можем. Какой смысл тебе, госпожа Гагиева, выпустить этот фильм снятый в 85 году, через 40 лет, вот ты, сколько это, 85, 90, 15 лет, 25, да, через 40 лет. Через 40 лет где-то его спрятал, где-то его сохранял. Это же раньше другие кассеты, другие магнитофоны. Это не просто так сохранить, это не просто так вот это. Если Чечено-Ингушская Осетия распалась, архив две чеченские войны мог пропасть, там ничего не должно сохраниться. А вы вот такие фильмишки, вот такие картинки вот сохранили именно для вот таких целей, когда нужно. Через 40 лет вот выпустила фильм, ты сняла 280 фильмов. Уже 2013 года, ты, по-моему, 14 года бегаешь, снимаешь эти фильмы. И вот это, у тебя не было возможности, имея такой материал, выпустить этот фильм, ждала, пока осетинцы вам скажут, что вы предатели, а вы перед осетинами. Вот нет, мы не предатели, мы хорошие ингуши. Вот смотрите, мы вам сейчас фильм покажем, кто истинный предатель. Фильм НКВД СССР, вот мы вам покажем.
Это еще, ошибку большую это сделала Лера Гагиева, что указала, что Лиана это имя, все вот это, хотя могла бы эту часть убрать, чтобы мы не знали, что это ингушское. А что могли ингуши снять? Завистливые, никчемные люди. Вот такие фальшивки, как и ты лепишь тогда, и тоже 20-40 лет назад их лепили. Вот ваши хорошие ингуши. Мое вам презрение, вот я убеждаюсь каждым днем, что я прав в своих догадках, что еще раскроете сами, вот самое хорошее, что вы сами себя раскрываете, нас это радует, нас это очень радует. Вот очередное вот этот телевидение, радио, мы поняли, что вот такой великий режиссер, гость телерадио СССР, вот, чем он занимался, почему Рая Елоева, простая габонистская музыкальная в войнах, коллектива в войнах, стала певицей вашей. Это в 80-м, 85-м, 86-м, 87-м годах, это, вот Рая Елоева. Вот так вот. Вот такие вы люди. Вот давайте мы попрощаемся, сейчас немножко города вам покажу. От этих забот уйдем. Вот видите, город. Ну ничего, там ничего не поменялось, конечно, у нас. Все по-прежнему. На улице жарище тоже. Ничего там, ничего хорошего мне не предвещает, но все равно люди же живут тут, где-то ходят, веселятся. Тоже кофе утром выпил, не знаю, что-то поесть, не поесть. Нужно решать, конечно. Вот кафешки, не кафешки. Сегодня воскресенье. Был открыт самый большой рынок, большой рынок, вот в Бангкоке он находится, там 16 тысяч лотков, ну там очень большой рынок, по-моему, в мире самый большой рынок. И вот туда я в прошлом году поехал, ну там, знаешь, ты не сможешь там ходить, все это искать, все, что хочешь, можешь найти, конечно. И вот в этом году тоже думал, вчера пойти или сегодня пойти, думаю, зачем надо, зачем эти тряпки. Все равно там очень жарко, еще это очень огромный, он там 20-30 секций, еще потеряться можно. Там такси, и можно, я не знаю, нужно поймать такси, там очень сложная вот эта конструкция. Там можно снять, видео снять, но очень, я боюсь, что знать потеряться, там жарище же. В тот раз тоже потерялся почти. Я не знал, куда мне, в какую сторону идти, огромный рынок. И вот по рядам ходить, ты знаешь, когда жара страшна, еще духнота там, и вот не потерять сознание, это очень сложно. Вот я решил в этом году, может сейчас в следующую субботу, может быть, я не знаю, что я там собираюсь найти, вещи у меня все есть, все куплено. Может, я не знаю, что-то такое экзотическое. Так, естественно, покупаю дома, приезжаю домой, и там в шкаф ложу, и все, не ношу. Даже в прошлый раз купленные вещи я почему-то не взял с собой в Бангкок, хотя могу в гостинице носить ее, но на улице можно наносить. Вот такой. Просто странные вещи происходят у нас. Вот, могла 40 лет ты не показывал этот фильм, могла бы не показать это фальшивку НКВД. И вот это, и самое интересное, вот этот ингуш какой, вот он, знаете, он тоже мог бы не снять это, представляете, там какая загвоздка, он тоже, вот знаешь, как это русские чеченцы к мужчинам относятся, он мог бы не снять этот фильм, знаешь, при должности ему сказали просто, что смотри, тут чеченцы, и вот сказать сними, вот он снял.
с удовольствием снял этот фильм, провокационный, он же провокационный. Мы это в школе учили, нам это рассказывали, что в Махати высаживался десант, вот это. И это было, это не было. Это. И потом, конечно, вот я даже, мне вот тогда спросили бы, я тоже рассказал бы, что вот в Махати вот высадился десант, вот это, потому что мне так сказали, мне так рассказали. И вот эти люди, которые, они свидетели, это просто люди, и вот этот жительница Введено, дочь Абрека Залимхана, она была свидетельницей, наверное, я не знаю. Странное совпадение. Это Абрек Залимхан, чтобы сказать, смотрите, самое святое вот чеченцев. Хорошо, что не вспомнили про внука Тамерлана, там, не знаю, под Чингисхана. Могли бы, да, тоже приписать дело подлых чеченцев. Ну, вот такой. Все про осетин мы расскажем, про всех расскажем, про ингушей ни одного слова в фильме не было. Ни одного слова. Ничего про ингушей. Все, мы хорошие, вот плохие чеченцы и осетины. Чеченцы бандиты, а осетины все диверсанты. О, 85-й год, это не сейчас снято. Представляете, тогда у них в головах была эта солома, тогда они ненависть чеченцев, чеченофоба была. Живя, вот, представляете, это же тоже, и это, если внимательно присмотреться, это понятно, это природа этой чеченофобии, можно понять, потому что, представляете, они живут в городе Грозном, шикарно живут, при должностях, при всем, но это не их, они приезжие, гастролеры, вот это, наверное, это, а чеченцы такими подняты, даже у них нет этих должностей, нет ничего, но подняты головами, этими ингушами, этими русскими показывают, кто они такие. И вот это, наверное, ущербность, знаете, она ущербность своего вот этого жалкого существования, это существование из-за предательства. Вот ты что-то плохое скажешь, напишешь про чеченцев, вот мы продвинем тебе по должности. И вот я не знаю, вот поэтому они, у них вот это внутри это. Да, можно было жить счастливо, там красивый город бы, но они, знаете, запирался в своих квартирах, этих кухнях, скорее всего, нехорошими словами нас, чеченцев, при виде нас, конечно, смеются, ассаляму алейкум, а вот ненависть, вот это давно это уже было у них, это природное у них, это ненавидеть других, вот. Все беды от других у них. Они не могут ответить ни в чем. Вот нашли крайну чеченцев. Вот осетин сказал, вы предатели, вы это, и вот нашли чеченцев крайних, вот они, нет, это мы хорошие ингуши, мы миролюбивые ингуши. Вы что? Мы Орджоникидзе прятали в горах ингушских, иракских. У нас мы никогда не воевали. Это чеченцы. Кровопийцы, бандиты. Вот бандитизм. Вот это любимое право, вот указа Верховного Совета СССР от 1944 года, когда депортировали чеченцев, так и написано. Вот то, что вот он снял, это ингуш снял в этом фильме, вот он же поэт, вот там написано все. Это на одном листе, вот этот указ. И там написано, что вот тут в тылу Красной Армии поднимали восстание, поднимали бандитизмом, занимались. Вот это ингуш решил выслужиться перед КГБ СССР, НКВД не было. Вот перед НКВД СССР выслужился вот этот их великий писатель Идрис Базурский. Он был их агентом, их работником политическим. 33-летний здоровый мужик бегал там по этим частям, политработником у них был. А когда 15-летние молодые девушки, парни, несовершеннолетние, брали в руки оружие, защищали свой край, а вот здоровый мужик ингуш бегал, просвещал бойцов красных. Вот так это, знаете, мы-то это не с потолка берем, это грамота Верховного Совета Чеченской, хорошо, вот выданные грамоты за такую работу.
одна из грамот, вот то, что он написал фильм, киносценарий «Я буду танцевать», Махмуд Эсенба, вот есть тоже. Вот так, по документам архива Чечен-Ингусской АССР, мы президиум Чечен-Ингусской АССР, мы знаем, кто был это наш Идрис Базоркин и другие вот эти люди. И, конечно, все это прекрали, урвали, спрятали свои имущества. И вот сейчас, и вот в любой момент сейчас другие у них заготовки будут, другие будут сейчас. Очень много вот это, все это, вот со всех этих предприятий, все вывезли свои имущества. Когда мы, чеченцы, в 1994 году, не дай бог, перед войной было очень страшно. Не знали, что с нами будет. Они же бомбили, уже октября месяц началась эта война, уже было вторжение этих оппозиционных войск, Грозный бомбили, проспект Ленина бомбили. И вот войска даже в окраину Грозного выходили, потом их вытеснили, ичкеринцы там. Вот я тоже вышел живым щитом в центр города, как десятки тысяч жителей Грозного. Мы просто вышли живым щитом, я помню это времена, в 1994 году, октябрь месяц, 17, я не знаю, какой-то октябрь, вот этот Хазбалата, вот это все это решили, Гантамиров, вот это войти в Грозный. Вот мы, простые жители Грозного, стали живым щитом возле президентского дворца. В центр города мы их не пустили. Мы стали живым щитом. Танки должны были нас пройти. Я помню даже, сколько мне тогда было. Молодой парень, я еще школу окончил. Я учился в училище, учился я. И вот я-то помню это все. Вот так было это все. И нам ингуши сейчас задним числом объясняют, что как это было. Вот великий ингуш снял фильм про чеченцев. Вот я не ожидал, конечно, другого. От ингуши я не ожидаю от них ничего другого, только подлости. Вот очередное, сама не понимая, она, знаете, так я говорил бы, я даже не вспомнил бы, я-то ведь фильм видел, и это возмутило меня, и вот это было странно, какое-то чувство, почему вот нас и так долбили в школе, что вот чеченцы были бандитами. И вот этот ингуш в эпоху перестройки снял фильм, что это действительно так, что добавил, что вот это очень горькая правда, но мы эту правду расскажем. А почему этот ингуш не рассказал, он про эту депортацию, он хотел все раскрыть, почему вот нас депортировали, и не говорит, что чеченцы, что с нами происходит. Нет, мы вот расскажем правду, вот, которую посочинял НКВД в 1942 году. Вот так, это вот такие у них дела. Хорошо, что мы не их, знаете, мерзость, только одна мерзость. Вот слушаешь их, этих никчемных вот этих людей, и как их называть, людьми их называть очень сложно, потому что какой-то, я не знаю, тогда я понимаю их, они вот лепили все это по указке, как бы все это делали. А сейчас кто-то заставляет это делать. Вот я не пойму, кто вас заставляет, кто вас, я не знаю, рабство там, Ингушетии взял, кто наш ФСБ, по-моему, у них и других дел хватает, кроме вас, СВО, и эти исламские экстремисты, эти внутренние террористы, у них дел по горлу, скорее всего, вот самое, тогда вы, вот этот Ратмир сам пошел в КГБ, сказал, я хочу снять фильм про это, типа, не про депортацию, там ему не разрешили бы. Он говорит, я про чеченских бандитов буду снимать. И вот КГБ СССР разрешила. Он так говорит, ты что, была перестройка, поэтому он сам проговорился. Там прошло 40 лет Великой Отечественной войны, а мы можем посчитать это. Если почти 40 лет прошло Великой Отечественной войны, это 85-й, 84-й, 85-й год. И какая демократия была в 85-м году? Вот что.
С ума посходить. Это и в 88 году это начало расцветать. В 89 году это начало расцветать. Это только начало было. Это по телевизору Горбачев, перестройка, новое мышление. Он только объявил по телевизору. Там ничего не было действий, там никто не снимал фильмы, разоблачающие КГБ, никто не снимал фильмы, разоблачающие советскую власть, там, большевиков, их кровавые, их действия. Это только было начало, просто было сказано по телевизору. Первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Михаилом Горбачевым. И вот эти ингуши как бы демократии. Вот в Грозном, оказывается, была демократия, можно было все, что угодно говорить, все, что угодно снимать. И вот такое странное чувство после просмотра этого фильма. Но, вот знаете, нужно заметочку ставить все это. 280 фильмов Тесна Гагиева, некогда бы вот тебе вот даже могла бы, ты же их ставишь, и вот это решила вот спорить с осетинами, подставить чеченцев, ингушский фильм на доносах ингуша, НКВДиста комиссара Албагатиева, вот все ингушами слеплено. Ингушка это на своем канале таким сопровождением античеченским, такое, чеченцы спелись с осетинской атаманшей, вот они вот это радость, а мы сейчас вам покажем ваше истинное лицо, вот выкатила фильм. Знаешь, Лейла Гагиева, ты достойная дочь своего народа, мне кажется, очень достойная. Как и Танзила Чабиева, как и Танзила Завурова, как эти другие нежелательные элементы, вот вы достойны. Вот я удивился бы, если какой-то порядочный человек оттуда вышел бы. Вот я удивился бы. Вот удивляться нечем, конечно. Я не ингушефоб, ничего у меня нет, честно слово. Просто какое-то странное, вот не знаю, я злость, да, я зол на вас, потому что вы, вот как вы подло себя ведете. И обижаться тоже, понимаю, кто вы такие. Никчемные люди, тоже жалкие людишки, тоже нельзя. На больных людей ты же не обидишься. И вот потом, если я скажу, это ингуши, это на других ингушей, которые ни при чем. Они, у каждого народа есть плохие и хорошие стороны. Вот у вас вот вылезла эта шайка вот этих непонятных личностей, утверждается на ингушском имени, на ингушском бренде, на республику Ингушетии свои, вот знаете, мелкие интересы вы поставили вперед, чем интересы вашей Ингушетии. От того, что вы будете снимать, ваши ингуши снять эти фальшивые видео, от того, что вы не возвыситесь, вы знаете, вам не нас учить. И вот какой-то, я не знаю, мне чеченца понятно, все понятно. Не надо мне никто, даже никто не нужно мне объяснять, кто вы такие. Вот я знаю, и не нужно мне сторониться вас. Нет ни одного хорошего ингуша. Нет. Который... И я это должен принять, Вот она сняла это, поставила это видео, и там вот ингуши возмутились. Как они возмутились, когда Руслан Дальгиев наехал на хорошего этого ингуша, Артема Плато. Вот они наехали сразу сотнями эти комментарии. А тут мы поняли, да, как это? Это вот так, поэтому, знаете, даже я не знаю, как это можно так. Вы же не инопланетные существа, прилетевшие с другой планеты. Я не могу утверждать, что это французы, вот про нас чеченцы вот так плохо говорят. А если эти люди говорят мы ингуши, вот она, там самое интересное, режиссер указывает, кто чеченец, кто ингуш, кто русский. Вот почему-то она, вот это странно было, чеченец, житель села Ведено. Вот как это?
почему это нужно указывать, что вот это, там и русский, там и ингуш, и вот так, ну, это специально сделан весь этот фильм, чтобы именно на чеченцев, вот, много будет чеченских комментаторов, в самом начале, вот знаете, как это интересно, в самом начале это чеченская тема, чеченские повстанцы, чеченские бандиты, и вот убийцы красноармейцев, и вот это очень много чеченских комментаторов, из Махкати, из Ведено, вот это все это комментируют, и вот как бы свидетели этих событий, вот фальшивка очередная состряпанная ингушом хорошим, ЧСР, вот мы услышали. Наоборот, хорошо, даже сейчас я вот именно из этого фильма понял, что как это глубоко, это корни ненависти ингушей к нам, чеченцам, даже те далекие времена, вот они вот так ненавидели нас, теперь можно понять их ненависть. Это поколение поколение у них это передается. И я не знаю, я не обижаюсь, пожалуйста, те, которые... Вот я говорю им, что это я не говорю про весь народ, я говорю вот про этих людей, которые от имени Республики Ингушетии, от имени ингушского народа как бы выступают, как бы снимают эти фильмы, еще платят им за это. Вот этот Лейла Гедиевна не сама бегает, она с телевидением Ингушетии сотрудничает, она там работала. Это, скорее всего, фонд Гутериева Сармат спонсирует. Эти фильмы она очень много их снимает. Это же Министерство культуры Ингушетии под эгидой. Там это все не просто у них. Это государство спонсирует их. И вот даже вот этот глава Ингушетии посылает в Москву вот куда-то вот это. И вот везде вот это Чапеева тоже государство Ингушетии спонсирует, и это мадам. И вот она везде это все проводит, выступает, говорит без конца про этих ингушей, а почему мы должны, когда вот они такое говорят, должны от того, что обидеть ингуши, вот ингуш слово мы должны убирать и говорить арните. Вот не существует народ арницы, существуют ингуши. И как мы молчали, мы годами не соглашались с вами, но мы не противодействовали вам. Но сейчас, знаете, терпение уже заканчивается. У нас тоже железные нервы, у нас тоже, знаете, мы тоже мужчины, мы носим эти папахи, носим эти штаны, и для нас, именно для чеченцев, честь, достоинство, это имеет значение, хотя у вас это пустой звук. Так что, дорогие мои, обижайтесь, не обижайтесь, я это говорю не о всем народе, вот я говорю, это кучка этих самозванцев чеченского, осетинского разлива, ингушеговорящих, этих красоток, комсомольцев, комсомолок, их пламенная речь достала все это уже. Наконец, я не знаю, должен хоть один ингуш стукнуть, хватит, достаточно, пару провокаторов привлечь в ответственность, и все, закончится. Значит, это невыгодно. Это, значит, такая политика. В Советском Союзе их использовали, советская власть в интересах, своих интересах. Сейчас, не знаю, ингушская власть тоже, наверное, использует их в своих интересах. И тоже выгодно же. Это же, если они говорили плохое про ингушей, нет, они бы давно бы закрыли. А так как говорят про чеченцев плохое, почему и нет? Главное, про осетин они ничего не говорят, это хорошо. Я рад. Вот точно так же они должны закрыть свои рты на сторону чеченцев. Знаете, ингуши, все это просто, очень просто. И не вам остязаться с нами, не вам нас учить. Знаешь, нас истории не написано сейчас Бузуртановым, этот Леля Гагиева, этот Танзилка Чапиевой, Танзилка Зауровой, которые ткачихи, я не знаю, пламенные комсомольцы, красотки. И можно все что угодно говорить.
Вот такое. Ну, а сейчас люди на меня смотрят, давайте я закончу. Давайте я закончу. И я так думаю, все будет окей. Немножко возбудился, и я извиняюсь, конечно, за некоторые грубые слова, но я должен учиться, мне очень сложно, знаете, себе, вот раньше, да, может быть, я по-другому это так говорил бы, но вот когда это массив, это не прекращается ни на одну минуту, очень сложно с вами, товарищ, дискутировать, очень сложно с вами на вашем языке общаться. И вы знаете, ни к чему они всегда, не важно, чеченец, ингуш, австралиец, узбек. Вот подонок есть подонок. Никакой бы национальности не принадлежай. Вот почему-то вы в своих фильмах в советские годы указываете чеченцы, почему мы не можем сейчас указать, что вот ингуш вот так говорит, ингуш вот так снял, ингуш вот так сообщил КГБ, услужиться, сохранить свою жизнь, что угодно он там не писал, это же тоже, там что же, какие-то вот эти, и вот результат, вот это моя пламенная речь в вашу сторону. Пока-пока, с вами был одинокий Джейсон из Бангкока. Может мне действительно чем заниматься вами, сейчас выйти, погулять, не знаю, что будет. Вот такое. Пока-пока.